Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и это первый вязовлог в 2025 году. И я вам расскажу, что же я делала на этой неделе. И вот как раз первое изделие. Уберу розы и покажу вам, какая снежинка у меня связалась. Смотрите, это подстаканник в виде снежинки. Давайте я вам покажу его немножко получше. Ну и вот покажу вам снежинку. Так лучше будет ее видно. Вот такой подстаканничек. Мне кажется, зимой это отличная идея. На улице есть снег, нету, а дома будет вот такой зимний декор в виде снежинки. Как вам такая снежинка подстаканничек, под горячее? Ну или вот как в случае только что у меня было подставочка под вазочку. Мастер-класс уже снят и появится в четверг или в пятницу на этой неделе. Так что если хотите связать такие снежинки, буду ждать вас на мастер-классе. Ну а что же еще я связала? Давайте вам покажу, чем я занималась в этот творческий период. Это пингвинчик. Решила сделать из плюшевой ниточки. Уже заключительный этап. Уже готовы ручки. Шарфик будет. Будут наушники. Вот так. Захотелось мне связать пингвинчика по вот такой картинке из Пинтереста. И как раз сейчас я буду все это собирать. А в конце вам покажу, какой у меня получился пингвинчик. Ну что, за работу? Ну и покажу вам процесс немножко, как я собирала пингвинчика. Вот так немного пришила голову. Теперь будем пришивать крылышки. Раз, два, и готово. И еще лапки. Вот одну лапку сюда, вторую сюда. И вот какой у нас получается пингвинчик. Смотрите, уже все пришила. Лапки на месте. Поверчу, покажу. Ну и сейчас, какая же получилась игрушка. Ну и покажу вам уже готовое изделие. Вот такой пингвин получился у меня из плюшевой ткани. Ой, это все из-за шитья. Из плюшевой ниточки. Вот такой милый пингвиненок в наушниках. Почему-то мне захотелось такого чего-то мягенького, приятненького. Кстати, глазки я вязала по мастер-классу. Глазки-капельки для вязаной игрушки. Если хотите, пройдите по этой ссылочке, там бесплатный мастер-класс. Вот таких глазиков вышитых. Ну и не просто я связала эту игрушку, я сняла для вас мастер-класс. Но так как здесь ниточка черненькая, темненькая, плохо было видно очень на камеру, поэтому я решила сделать другого из обычной ниточки. И вот такой малыш появился. Давайте вам его лучше покажу. Этого пока уберу. Постоишь здесь? Вот так пусть стоит. Вот. Уже мастер-класс я сняла по примеру вот этого пингвинчика. Вот видите, какой он. Одна и та же схема, просто разные ниточки. И эти ниточки было виднее, было видно хорошо, как вязать схему. Мастер-класс уже готов. К описанию видео я оставлю ссылку на первую и вторую часть. В первой части
вяжем ту голову и крылышки, а во второй части уже вяжем туловище и аксессуары. И собираем вот такого пингвинчика. Или если возьмете плюшевую ниточку, то вот такого свяжете. Уже будете выбирать, какого хотите. Вот зима, и поэтому, видите, у меня такая и появилась идея. Пингвины, снежинки. Хотя, честно говоря, уже хочется лета. Вот такие пингвинчики связались. Но это еще не все. Что же я еще делала? Давайте вам покажу. Да, хотела рассказать, что когда я снимала для вас мастер-класс по вот этому пингвинчику, у меня произошел казус. Какой? А я вам сейчас покажу. Вот так подключусь вам и расскажу о своих приключениях. Знаете, что я вижу? Может быть, вы подумали, что я захотела второго пингвинчика связать. Вот этого малыша, и я решила вторую игрушку вязать. Но было бы неплохо, но не так-то все вышло. Оказывается, я только что снимала, записывала, редактировала озвучку второй части по вот этому пингвинчику. Там вяжем с вами туловище, лапки, наушнички и шарфик. И вот я уже заканчиваю озвучку и редакцию самого тела. Осталось 2 последних ряда. И что же я понимаю? Пах! А я, оказывается, выключила камеру. И у меня последние 2 ряда не записались. Все остальное дальше записано. А эти 2 ряда не записались. Ну и как по-вашему? Я же не могу так просто написать, не показывая сам мастер-класс. И что мне делать? Мастер-класс должен выйти через 2 часа. Я пообещала, что сегодня после обеда выйдет мастер-класс. И чтобы показать, как вяжется 17 и 18 последние ряды тела, мне нужно срочно сейчас связать еще одно тело этого пингвинчика. Ну, просто решила вам записать, чтобы показать, сколько усилий необходимо, чтобы создать такой мастер-класс. И поэтому я очень вам признательна, когда вы его смотрите, комментарии пишете и ставите лайк. Это, такая награда за мои труды. Так что хотела я связать такого плюшевого пингвиненка. В результате у меня уже 2 есть малыша, 1 и 2, и, судя по всему, будет 3. Наверное, аксессуары я уже ему свяжу в другом цвете. Но вот такие у меня приключения с мастер-классом. Немножко вам рассказала, побежала дальше вязать, потому что времени мало, а тайминг, часики тикают, тик-так, тик-так. Надо еще доснять этот кусочек мастер-класса, все оформить и выложить на канал. Ну а мы с вами уже встретимся. Кто еще не видел этот мастер-класс, он уже на канале. Пройдите по ссылке и посмотрите. Можно связать вот такого милашку. Ну а я побежала. Пока-пока. Ну и я вам показываю, что же я закончила. А закончила я вот таких милых котиков. В прошлый раз я вам показывала процесс создания и приключения, с которым я столкнулась, их вывязывая. А теперь покажу вам их немножко ближе, уже в готовом виде. Ну вот, смотрите, девочки, котенку, кошечки. Видите, я связала вот такую ажурную юбочку. Она отличается от той, что я вязала в прошлый раз. Она завязывается, видите, и снимается. Не стала я делать так, чтобы она вывязывалась на крючке, а сначала отдельно связала вот такое тельце и потом саму юбочку.
Вот такая она ажурная получилась в этот раз. Одевается и завязывается на бантик. Что же, решила я не делать ей фату. Вот котик упал. А решила просто сделать, как и в прошлый раз. Поправим-ка, да? Как и в прошлый раз, смотрите, вот такие, видите, цветочки и бисеринки, бусинки я приклеила. И, на мой взгляд, получилась очень-очень милая девчулька. Правда? Так, и кот. Тоже уже закончила его полностью. Поставим сейчас их. Вот. У кота мало что осталось закончить. Это я сделала вот такой пояс, как видите, и подтяжечки. Ну и, как и обещала, бабочку. Бабочка фиолетовая, как отделка платьицы у кошечки. Вышила личика. Вот такие они получились, улыбаки. Все, подарок готов. Единственное, мне осталось только сделать сердечко и вышить имена жениха и невесты. И можно отсылать подарок. Как вам такие котики? Напишите свое мнение, мне будет приятно узнать, понравились вам или нет. Вот муж мне говорит, что они похожи на мишек, но хвост как у котов, поэтому будут котики. Но это уже завершенные этапы. Поставлю их в сторонку. Уже у меня на крючке. Я продала всех своих змеек-кокеток. Поэтому, как видите, у меня готовится новая змея-кокетка. Дело почти готово. И так как каждая игрушка получается индивидуальная, мне самой интересно, какая же будет у меня эта игрушка. И когда я вязала вот эти губки, вязала изначально я их для змейки-кокетки. Ну, возможно, они и будут змеючкины губки. Но тут мне пришла одна идея. А что, если связать серию таких игрушек, губастеньких, вдохновленных моей змейкой-кокеткой? И появилась новая идея. Какая? Пока это будет секрет, я вам не расскажу. А может, у вас есть предположение, какую игрушку можно связать тоже с губками? Если у вас есть варианты, пишите мне в комментариях. И пусть это останется интригой. Спасибо, что оставались со мной. На этом я заканчиваю этот вязовлог. И если вам было интересно, познавательно и приятно провести со мной это время, поставьте лайк, мне будет приятно. И до новых встреч! Пока-пока!